Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам зараз будзе прафесар, доктар юрыдычных навук, былы суддзя Канстытуцыйнага суда Михаил Пастухов. Добрый день, спадар Михаил. Добрый день. Ну что ж, я так думаю, что абмяркуем мы з вами найперш гэтыя, я б нават не побаюся гэта сказаць, танцы вакол канстытуцыйнай рэформы. Прычым танцуюць парай, як альтэрнатыўныя прадстаўнікі дэмакратычных сіл, так і прадстаўнікі, назовем гэта, улады. Там ужо праект канстытуцыі, там толькі камісія. З якога боку пачнем? Каго з партнёраў першага будзем разбіраць? Но я лечу, что все ж таки начнем с улады. Ну что ж, давайте пачнем з улады. Як вядома, некалькі гадоў Лукашенко насіўся з этой мантрай пра новую канстытуцыю. І вось нарэшце дайшло да прарыву, можна сказаць, створаная камісія. У гэтай камісіі звыш 30 чалавек, але 34 чалавекі, але я падлічыў з гэтых 34 ну так вось юрысты, ну то есть тыя людзі, якія больш-менш блізкія да тэмы нейкай юрыспрудэнцыі. 3 чалавекі. Гэта кіраўнік Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашевіч, віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Мицкевич, ну і Рыгор Василевич. Але ці можна сказаць, што ну вот гэтая камісія, гэта той склад, які увогуле здольны працаваць над проектом Конституции? Мне представляется, что это все-таки какая-то декорация под названием Конституционной комиссии, которая должна как бы озвучить наработки, которые уже были сделаны раньше, и, по всей видимости, группой из Конституционного суда. Вот. Возможно, что будут еще какие-то доработки этих предложений, может, будут учитываться обращения граждан, еще, может, каких-то там юристов, возможно. Но уже мне представляется макет этих поправок или новой редакции Конституции, он уже готов. Конституционная комиссия – это всего лишь такая юридическая форма, ну, в которой должны, как бы, инициатива эта должна обсуждаться, и от нее зависит, чтобы делать дальнейший ход. Но что удивительно, обычно Конституционная комиссия создается парламентом. В данном случае Конституционная комиссия была создана указом президента. То есть он заказывает музыку, танцуют все, а заказывает музыку и определяет, кто будет ведущими в этих танцах, президент. Он определил, кто должен, вот от имени чего должны эти поправки исходить. Значит, вот, солировать будзе Александр Лукашенко, а вот это подобрали массовку, якая будет стварать фон. Ну, это, так скажем, деловую группу, которая должна будет преподнести наработки, которые уже, мне представляется, давно есть. Спадар Михаил, давайте, может быть, мы крыху вернемся от гэтай темы. Як я на пачатку сказал, что вот уже есть альтернативный, то есть от демократичной супольности проект Конституции. Тут вот, як вы кажете, уже хутчэй за ўсё есть некие напрацоўки, якія зараз повинны только формализовать праз эту комиссию. А нам увогуле зараз патрэбна на гэтую тэму разважаць, насіцца з гэтымі праўкамі ў Канстытуцыю. Здаецца, іншая сітуацыя, палітычны крызіс, рэпрэсіі, невядома, як што далей будзе. А мы тут увагу сваю ад усяго, што адбываецца, на вот гэтыя канстытуцыйныя танцы перакідываем. Да, это действительно переключается фокус общественного внимания. Вот, на то, что вроде бы внесем поправки в Конституцию, и все у нас нормализуется. Будет у нас хорошая Конституция, значит, будет якобы и хорошая жизнь. Но вообще
поправки в Конституцию, как и в законы, вносятся по чьей-то инициативе, как правило, заинтересованных субъектов. Кому это нужно, тот и предлагает. Вот. Но бывают, конечно, ситуации, когда общество входит на новый этап развития. Вот как мы жили в советское время, потом рухнул Советский Союз. Здесь было то, что необходимо что-то создавать новое. В данном случае все-таки, если мы говорим о танцах и об игроках, то кто-то заинтересован в том, чтобы поставить ту или иную музыку или начать эти танцы. Вот. Как раз власти сейчас выступают в роли такого заинтересованного субъекта, которые хотели бы из действующей правовой ситуации перейти в новую ситуацию, тем самым обеспечить транзит власти через эти конституционные поправки. Как раз конституционные поправки позволяют немножко реформировать, если так можно сказать, правовую основу и упрочить еще больше статус действующей власти. Мне так представляется, в этом есть интерес власти, которая инициирует конституционную реформу. До речі, ось один з наших глядачів каже, що а може не видумлять ровар, а взяти за узор Конституцію сусідніх демократичних унітарних держав, у яких більш-менш атрымалася з мінімальною адаптацією по мовним і національним особливостям. Ну, как юрист я здесь могу просто улыбнуться или посмеяться. Вот. В каждой стране свое законодательство, свои правовые системы, потому что особый путь развития каждой страны, свой менталитет, там, национальные какие-то традиции. Поэтому не бывает такого, чтобы брать какую-то хорошую конституцию и перенести совершенно на другие условия, другую землю. То есть всегда... Даже раньше, когда мы жили в Советском Союзе, обычно издавались основы законодательства. Ну, например, там в области брака, там, в области здравоохранения, там, в области судов, там, уголовное законодательство, там, процессуальное, гражданское. Но и тогда даже в республиках принимались кодексы или законы, но отражали всегда национальные особенности. А что касается Конституции, то всегда они должны четко показывать, что это закон белорусский, что у нас особые условия. Мы можем учесть опыт законодательства других стран, например, Польши, Литвы, Украины, но в любом случае мы должны это перенести на нашу почву и разжевать это через наших юристов, чтобы они изложили в своих формах. То есть в любом случае трансформация необходима, законодательство. Я вернуся зараз ізноўку да, так бы мовіць, праекта рэформы Канстытуцыі ад Лукашэнкі і ўсіх астатніх. Я зараз да іншага. Калі было гэтае першае пасяджэнне гэтай канстытуцыйнай камісіі, на ёй спікер Палаты прадстаўнікоў Владимир Андрейченко у чарговы раз звярнуў увагу на тое, што большасць грамадзян Беларусі, нібыта, і ў адпаведнасці, відаць, з даследаваннямі гэтага праўладнага цэнтра ЭКОМ, не хочуць ніякіх кардынальных зменаў дзеючай Канстытуцыі. І, маўляў, я зараз цытую самого Андрейченко, ён кажа: убежден, что потенциал действующей Конституции далеко не исчерпан, и ее корректировка должна осуществляться только по тем вопросам, которые действительно назрели очевидны. То есть таким чином атрымліваецца, что нам уже тут рассказывают, что никто тут из нас не хочет увогуле нейкіх там значных рэформаў Конституции, и что не трэба уже нам не новая Конституция, про якую Лукашенко некалі казаў, а корректировка. Таким чынам гэты транзит улады, про які вы казалі, ён тут вогуле ад яго так тихонечко убок адыходзіць ад самой этой ідэі тэмы. Нет, как раз это и есть основа для транзита власти.
Конституция, по которой мы живем в редакции 96-го года, она в любом случае сохраняет для власти свою основу. От нее они отказаться не могут. Они могут ее только совершенствовать и немножко корректировать, как говорит Андрейченко. Поэтому они внесут как раз точечные поправки, прежде всего в раздел «Система органов власти». Это всегда основа, сердцевина Конституции. Как устроена власть, как распределяются полномочия между этими органами власти. Вот. И здесь придется провести ювелирную работу, чтобы найти место для нового, возможно, органа власти, Всебелорусского народного собрания и его президиума, определить, как строиться будут отношения его с действующим парламентом, национальным собранием. Возможно, это Всебелорусское народное собрание станет третьей палатой или еще вторым парламентом. Трудно. Нулевой, которая будет выше. Выше всех, это, конечно, и выше президента, конечно, да. Вот, определить, чем будет заниматься президент и как Всебелорусское народное собрание во главе с президиумом и старшиней будет влиять на все органы власти. В этом есть как раз вот корректировка, самое важное. Ну и, конечно, добавятся там какие-то поправки и в избирательную систему, возможно, смешанный принцип будет, да, может там права человека каким-то образом что-то изменится. Возможно, что, может, смертная казнь будет наконец-то запрещена, вот, введена, возможно, должность уполномоченного по правам человека, ну и другие могут быть изменения. Но самое главное вот в этой реформе – это каким образом создать еще один орган власти выше всех. Вот, как освободить должность президента для другого человека и какая должна быть система взаимоотношений между этими высшими органами власти. Вот в этом, мне кажется, есть ахиллесова пята этих поправок конституционных, которые готовит власть. И по выніку што мы будем мець тады? Я Али думаю, вот так вот будзе ўсё, як вы если описали? так вот для образно говорить, то, возможно, это будет казахский вариант транзита власти. Ну, я не исключаю, что это может похоже быть и на российский вариант, когда тоже создали новый орган власти в лице Государственного совета, но который пока еще не задействован, пока еще не работает, но он уже заряжен. Вот. И референдум точно так же могут провести по российскому варианту не обязательно голосованием, а достаточно вот этим плебисцитом, чтобы люди высказали просто свое мнение. Да, нет, да, нет. Это совершенно упрощает принятие этих поправок. Вот Андрей Савченко, наш глядач з Украіны, але тым не менш цікавіцца нашай сітуацыі і пытаецца, як зараз падаць грамадзянам той орган, вот, ну, усе беларускі народны сход, вот, як зараз, ці не трэба будзе ніяк нічога тлумачыць, нічога падаваць, вот прынялі Конституцию і ўсё. Ну, я думаю, что подать его будет представителям власти достаточно просто, поскольку Всебелорусское народное собрание уже функционирует с октября 96-го года, и уже, так сказать, 5 пятилеток прошли как раз вот под знаменем Всебелорусского народного собрания. Они были одобрены как бы. Сейчас уже вот и 6-я пятилетка пошла. Опять же, основные направления внутренней и внешней политики были одобрены этим сходом. Поэтому могут сказать, так это уже утвердился на практике орган. Вот, и более того, это была резолюция Всебелорусского народного собрания. Вот как-то его конституционализовать. Вот. Поэтому давайте уж примем то, что было сказано на этом Всебелорусском народном собрании, и запишем в виде каких-то отдельных норм. И, возможно, появится новая глава в разделе «Система органов власти», она будет первая по степени ее важности, где будет прописано, что Всебелорусское народное собрание – это высшая форма народного представительства, в которой участвуют самые-самые лучшие, самые-самые важные граждане, которые принимают самые важные решения. Вот.
и определить его полномочия. Как он избирается, мы же это видели, формируется, вот, какой руководящий его орган и как он будет взаимодействовать с другими органами власти, которые пониже, в том числе и где-то там внизу окажется и президент, которого могут по-прежнему избирать на всенародных выборах, но это уже будет совсем не тот президент, вот, который мог руководить всеми. Это будет президент, который работает президентом. То есть это тоже будет назначаемая, скорее всего, должность. Але што тады зменіцца для грамадска-палітычнай сістэмы, структуры Беларусі і беларускага грамадства? Будзе вот Лукашенко сышоў з прэзідэнта, от прэзідэнта забралі у выніку рэформы канстытуцыі ці карэкціроўкі усе вот гэтыя лішнія і занадта моцныя паўнамоцтвы, пра якія Лукашенко казаў. Все, у нас там новы прэзідэнт без ніякіх паўнамоцтваў, але у нас ёсць генеральны секретар ЦК Всебелорусского народного схода. Председатель президиума Лепин. Ну, я для образности. И что? И вот гэты вот старшыня прэзідыума генсек вырашае по великому факту все. И, да, гэтым и президент будет записываться к нему на прием. Да. А гэтым старшынёй будзе не безвядомы ўсім Александр Егорович. И что для нас изменится? Декорации изменятся декорации. В этом и есть как раз вот суть этих поправок конституционных. То есть койки переставили. Да, то есть должность президента наконец-то у нас освободится, вот, и за нее будут как же бороться альтернативные кандидаты, но их уже, так сказать, кто проиграет, может, не будут садить уже в тюрьму, вот, но победить всегда тот, который правильный. Можно на этом быть в этом уверенным, даже если и Лидия Михайловна Ермошина сойдет на пенсию, вот, то есть правила игры, если будут приняты эти поправки, останутся прежними. И основные лица, которые мы сейчас видим, они тоже будут с нами, продолжать оставаться у власти. Давайте, нарэшце, тут уже разобраліся, што нічога кардынальнага нам у любым выпадку не падрыхтуюць і не чакае нас светлай дэмакратычнай будучыні. А другі бок, вот той проект Конституции, якую представил Александр Лябедько, Анатоль Лябедько, над якой он працаваў не один год, а зараз вот, ну вот, нібыта, як з-пад крыла Светланы Тихановской, зараз это позиционуется не як проект Конституции ад Анатолия Лябедьки, а як проект Конституции Тихановской. Я тут гляжу, ёсць пытаннічкі і да гэтага проекта. Ёсць. Но так само вот вчера была конференция, на которой обсуждались положения этой нового проекта Конституции. Приглашены были все желающие, юристы, но, правда, немного их пришло. Вот. Ну, высказывали разные подходы, в том числе я высказался. И изучив этот проект, я пришел к выводу, что нам предлагают, так сказать, все-таки президентскую форму управления. То есть это будет по-прежнему сильный президент, но у которого полномочий будет чуть меньше. Если в Конституции 1994 года 26 пунктов полномочий, в этой редакции аж целых 30 пунктов и более объемных, то у нового президента по проекту будет 23 пункта полномочий. Ну, все почти они основные. То есть мало что изменится. Ну, единственное, что там, вот можно сказать, президент уже будет предлагать кандидатуру премьер-министра, не назначать согласие Палаты представителей, как сейчас, да, и это согласие можно получить через 3 месяца, а будет предлагать кандидатуру. Предполагается, что депутаты могут дважды отклонить эту кандидатуру, а потом еще могут сами в течение 2 недель предложить свою кандидатуру, вот, если она будет принята и признана. А если нет, так президент может их распустить тоже.
распустить тоже. То есть всегда возможно, что будет ИО премьер-министра. Во всяком случае, пока не найдутся консенсус между президентом и депутатами. Он же остается главнокомандующим, при нем Совет Безопасности, который будет курировать силовые блоки, он же будет определять внешнюю политику и направлять ее, принимать, так сказать, представителей других стран, подписывать международные договоры, подписывать законы, и депутаты могут преодолеть вето президента только в случае, если они наберут 3/5 от общего количества голосов депутатов. То есть они никогда столько не наберут, они даже 2/3 могут не набрать, а тут 3/5. Вот. То есть получается все равно сильный президент, который будет, опять же, назначать ряд лиц, в том числе высший военный состав, подписывать законы, опять же, направлять послов, вот, утверждать судей будет, опять же, на первые 5 лет. Там. То есть опять получается у него достаточно сильное полномочия. Я считаю, что менять, в принципе, какой смысл? Не проще ли вернуться к Конституции 1994 года, вот, и потом, может быть, при необходимости когда-то внести поправки. То есть от этого хуже бы не стало проект, который предлагает, например, группа Лебедька, как мне кажется. И это был бы правильный путь. Скажите, так а чым тады адрозніваецца Конституцыя Лебедькі кардынальна? Вот яны ж кажуць, вот мы зараз хорошую, дэмакратычную Конституцыю вам дадзім. Чым яна адрозніваецца? Вот слухаю вас, и я разумею, что ничем не адрозніваецца фактично. Я уважливо выучил это проект Конституции, и получается, что разработчики по существу переписали положение этой Конституции. Конечно, изменили. Увеличилось количество статей, здесь 149, в их варианте 189. Вот. То есть на 50 статей не добавили. Но стала очень объемная Конституция, очень много написано и о правах человека там, и о том, как будут проходить выборы. То есть многие положения из законов они почему-то включили в текст Конституции. И Конституция, по моим подсчетам, раза в 3 стала объемнее. Зачем это нужно, я тоже, честно говоря, не знаю. Потому что суть Конституции от этого не изменилась. Это стала по-прежнему Конституция с достаточно сильной президентской властью, но при которой, может быть, правительство стало более, так сказать, дистанцировано от президента, и как бы оно становится больше подконтрольно парламенту. Парламент может высказать ему недоверие, но тогда не исключено, что президент может распустить и этот парламент. То есть получается, на мой взгляд, не самая лучшая, так сказать, формула власти. Я просто гляжу, як адбываецца у дэмакратычных краінах, в якой-нибудь там Германии, там дзе яшчэ дзе-небудзь, дзе ёсць парламенцкая большасць. Гэта парламенцкая большасць тады, якая можа быць альбо калі табе пашэнціла адной партыі, там перамаглі грандыёзна, набралі сабе парламенцкую, ці скааперыраваліся з саюзнікамі, і гэтая парламенцкая большасць прызначае ўрад, прызначае прэм'ер-міністра, бярэ на сябе адказнасць, і калі там нейкія правалы ідуць, то это ўсё кладзецца на гэтую парламенцкую большасць. А зараз мы атрымліваем тое ж самае. Прэзідэнт прызначае прэм'ер-міністра, нейкі там дзе-небудзь правал ці там недавер выказваюць депутаты прэм'ер-міністру. Два раза в течение года, и можно распустить депутатов. Да. Ці даюць якое-нибудь ему там заданне выканаць такія-то планы. А ён кажа, а мне прэзідэнт сказаў па-іншаму рабіць. Дык а як, прэзідэнт, мы ж тут народныя абраннікі, не вы мяне назначылі, не вам мне указваць. Атрымліваецца такая сітуацыя.
Мне кажется, что ты привел убедительный пример с тем, как работает современное государство, функционирует система власти. Действительно, нам надо предоставить возможность партиям шире участвовать в выборах, иметь гарантированное представительство. Тогда они могут объединяться, могут влиять действительно на расстановку сил в правительстве, значит, могут влиять там на другие какие-то важные сферы. А у нас сейчас партии фактически придушены. Они, если есть представители в парламенте, только вот от провластных партий. Вот. Поэтому я тоже такого мнения, как и ты, что необходимо, чтобы парламент был главным органом страны, представительным, законодательным, чтобы он самостоятельно формировал правительство, избирал на высшие ключевые должности, в том числе и генпрокурора, и председателя правления Национального банка, и назначал судей высших судов там. Это был бы правильный подход. А президент должен быть символом нации. Вот, и выполнять представительские функции. Для этого, я считаю, вполне достаточно, чтобы депутаты могли сами избрать президента из числа авторитетных лиц, которые известны страны. И причем избирать не на 2 даже срока, а на 1 срок, 4 года. 4 года, но это должен быть один из авторитетных граждан, который стал символом нации в последнее время. И для этого можно проводить, даже определять рейтинги через социальные опросы. Вот эти лица пусть, пожалуйста, претендуют, и кому дадут депутаты предпочтение, пусть он и будет президентом на 4 года, не больше, не с небольшими полномочиями. И всегда будет консенсус и с депутатами, и не будет вмешиваться в дела правительства. Но, правда, тогда стоит вопрос, а правительство может тогда тоже выйти в какой-то степени из-под контроля, и премьер-министр может, условно говоря, как вот в Германии, как, например, в Венгрии, в других странах, стать этим главным человеком в стране. Но, мне кажется, все-таки под контролем парламента, в принципе, все можно это контролировать и держать. Вось вам ужо тое, што мне не падабаецца ў гэтым праекце. Па-ранейшаму захоўваецца моцная прэзідэнцкая ўлада, па-ранейшаму прызначае прэзідэнт и премьер-министра, и мало генерального того, суддів. прокурора, председателя Национального банка, который должен быть обязательно самостоятельным, вот, и отчитываться в лучшем случае перед парламентом. А так, получается, Национальный банк опять будет при президенте, и генеральный прокурор при президенте, силовые структуры при президенте, и он главнокомандующий. То есть, мне представляется, это слишком чрезмерное полномочия. Он определяет военную доктрину. Все президент. Он присваивает генеральские звания. То есть, в принципе, то, что было. Ну и, наколькі я разумею, ён яшчэ і вызначае знешнюю палітыку. Обязательно. Ну, хоць з мясцовым самакіраваннем як-небудзь больш-менш нармальна разабраліся спадар Лябедзька і кампанія? Так, ну, этот раздел стал таким весьма-весьма объемным. Никаких новых национальных названий не появилось там, ни соймиков, ни там, ни поветов, ни войтов, ничего нет. Представительные органы, исполнительные органы. Единственный, конечно, вот плюс, который я отмечаю, что представительные органы власти избираемые, это как бы нынешние советы, вот, они формируют исполнительные органы. То есть уже не президент, не центральная власть, а именно представительные органы. Но, что меня еще поразило, что правительство имеет право направлять своих представителей во все регионы для контроля местной власти. Зачем? То есть получается, что сейчас есть вот наместники, помощники президента, контролеры в областях, да? Но так предлагается тогда, чтобы правительство направляло таких контролеров на места.
чтобы они определяли, как действуют, соблюдают законодательство, как там финансовые вопросы решаются. То есть, получается, будут уполномоченные лица от правительства над местными органами власти. То есть это тоже, на мой взгляд, чрезмерная такое уже перестраховка. Вот мы не один раз сказали про тое, што дзеючая канстытуцыя 96-го года яна і прывяла до таго, што мы маем зараз аўтарытарны рэжым. В ёй закладзенае фактычна вот усё тое, што і стала магчымым, зрабіла магчымым это з'яўленне аўтарытарнага рэжыма. Проект Конституции прапанаваны Лябедзькам. У ім закладзены такія ж самыя магчымасці, каб чалавек, які прыйдзе в адпаведнасці з ёй да ўлады, стаў аўтарытарным кіраўніком. Я лично делаю такой вывод. Президент избирается на 2 срока по 5 лет. Но вот если он действительно допустит какие-то нарушения Конституции, законов, можно ли будет его снять с должности в это время? Вот. И опять же, механизм отрешения от должности, так называемого импичмента, такой же, как и был и в Конституции 1994 года, и добавлен с редакции 1996 года. То есть сместить его с должности, по большому счету, по-прежнему невозможно. То есть это гарантированные 10 лет, когда любой президент, любой человек, ставший президентом, может вполне рассчитывать, что он может заниматься чем угодно, и, так сказать, ничего с ним не сделают ни депутаты, ни правоохранительные органы. Другой же вопрос, как быть потом. Но если он за 10 лет соберет свою команду, например, под эгидой Совета Безопасности или своего генералитета, то вполне понятно, что он может передать бразды правления, поработать президентом своему, так сказать, какому-то партнеру, спарринг-партнеру, да, и все. Такой вариант тоже вполне возможен. А сам, более того, занять какую-то должность, например, как в России, стать, например, премьер-министром. И не только там, условно говоря, на 1 срок, а может и больше. Может занять какую-то другую ключевую должность. Вполне возможно, что он будет возглавлять Совет Безопасности и влиять на нового президента. Пытанне. Михаил Иванович, які тип республіки найбольш актуальны для сучаснай Беларусі, каб з аднаго боку не дапусціць вяртання аўтарытарызма, а з іншага забяспечыць эффектыўнае функцыянаванне дзяржавы? Стандарт дают европейские страны. Уже форма оптимальное правления давно обозначилась. Это парламентская или парламентарная республика, где ключевую роль играет парламент, в том числе в формировании правительства. При этом президент также есть. Более сильный или более слабый. Условно говоря, если взять, например, Германию, взять Австрию, то здесь как раз вариант такой слабого президента, которого и никто, собственно, не знает, в Венгрии, например, да. Возможно, что президента могут избирать депутаты, например, как в Италии. В Германии президента избирает специально собранное собрание для этих целей, в том числе входят в него депутаты все Бундестага, и представители ландтагов 16 земель Германии. Я считаю, что форма правления, при которой должен быть мягкий президент, либо избираемый представительным органом, вполне возможно, народом избрать все равно это, мне кажется, пустое дело и не стоит, собственно. То есть пример Германии мне наиболее предпочтителен. Либо президента можно избрать из авторитетных людей, парламентом, на 1 срок, на 4 года. Еще хороший вариант, который мне тоже нравится, это швейцарская модель, когда президентом
президент – это лицо, которого избирают депутаты Федерального собрания, значит, для выполнения исполнительных функций правительства. И один из 7 советников, там называются так они лица, вот, в течение 1 года выполняет функции президента по ротации, по очереди. То есть вот 7 этих вот представителей, они, так сказать, на время своей каденции, сколько успеют, через год меняются. То есть должность президента становится просто, так сказать, ну, такой, типа модератора, который первое лицо на хозяйстве. То есть президент не должен быть сильным, в этом я убежден. Калі мы ўсё ж таки яшчэ раз вернемся до гэтай проекта Конституцыі ад Лябедзька, там найперш прапісана, нібыта вот по іх тлумачэнням, пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай формы кіравання. Але слухаючы вас, я нешта не заўважыў вось гэтага некага пераходу, дзе ён там схаваны, калі ён павінен адбыцца. Ну, я тоже, честно говоря, не заметил. Меня еще поразило, например, то, как назначается референдум. Вот стала такая модная игрушка в Беларуси, референдум, который решает главные вопросы. На самом деле стала манипуляцией мнением людей. Вот. Так референдум будет по-прежнему, планируется назначать президент, а депутаты должны просить президента назначить его, и там группы граждан не менее там 250 тысяч подписей соберут они. Вот. То есть это говорит о том, что все-таки выше является президент, чем парламент. Вот. То есть парламент все равно находится, на мой взгляд, ну, если не ниже, то во всяком случае не выше, чем президент. И это слабое, мне кажется, звено. Президент однозначно должен быть на уровне ниже, чем парламент. Это должен быть просто исполнитель законов, которые принимают депутаты. Представительные функции выполнять в какой-то сфере, например, в сфере там, внешней, там, встречаться с послами, договоры подписывать, обращения какие-то там. Вот. А здесь, получается, он по-прежнему глава государства. Опять же записали глава государства. А почему не символ нации? Почему не символ нации? Та же Тихановская. Она вполне могла бы стать новым президентом Беларуси, если бы мы избрали вариант мягкого президента, например, избираемого парламентом. Ну, ось, бачите, калі я читаў, ну, так бы мовіць, як прадстаўляюць свой проект Конституцыі яго распрацоўшчыкі, я читаю, так прыгожа выглядае ўсё. Пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай формы праўлення, скарачэнне срокаў прэзідэнцтва, самакіраванасць судовай сістэмы, змена падыходаў да мясцовага кіравання, узмацненне ролі Нацбанка і гэтак далей, гэтак далей. А слухаючы вас і паслухаўшы, да прыклад, разборку ад Ігора Тышкевіча, я бачу, што нам прапаноўваюць вариант Конституции, ну, так бы умовно скажучи, Лукашенко только в профиль. Я считаю, что предварительно этот проект должен быть рассмотрен компетентной конституционной комиссией, которую праве создавать легитимный парламент. Вот, все наработки, в том числе поправки, условно говоря, в Конституцию 1994 года, если мы хотим восстановить законность в стране и демократию, то мы должны вернуться в исходное состояние Конституции 1994 года, избрать парламент легитимный, Верховный Совет, и уже Верховный Совет Республики Беларусь 14 созыва, если преемственность будет обеспечена парламентская, создаст конституционную комиссию, вот, и даст ей задание внести, например, точечные поправки, условно говоря, ослабить полномочия президента, либо приостановить вообще деятельность, должность президента, вот, либо еще там какие-то поручения. Конституционная комиссия должна вот как раз подготовить соответствующие поправки. Или если будет сказано, что необходимо принять нам новую конституцию, ради бога, давайте писать новую конституцию, то, что наработала группа Лебедька, пожалуйста, давайте будем обсуждать постатейно, не в целом, как предлагается на референдум, вынести опять кота в мешке. Поддержите конституцию от Светланы Тихановской.
Или, так сказать, предложено будет представителями власти: поддержите поправки от первого президента Беларуси, да, сделаем трансформацию власти, и вот уже, значит, будет другой президент у нас, так? Вот. То есть так нельзя ставить вопросы. Необходимо каждую поправку детально обсудить со всех сторон, принять в результате законодательной процедуры не менее 2 обсуждений через полгода. И вот когда они будут приняты, для ведома народа можно, в принципе, предложить, одобряете ли вы Конституцию, принятую парламентом, или считаете нужным добавить, изменить что-то. Можно выделить ключевые вопросы. Предлагаете ли вы перейти от президентской к парламентской форме правления, там, либо еще там вопросы, там, что делать, какой вектор развития должен быть в Россию или в Европу, да? Надо ли нам атомная станция, другие вопросы. Надо ли избирать мэров городов прямыми выборами, или это могут сделать представительные органы власти. Вот мне кажется, таким образом, если мы будем действовать именно основательно, в соответствии с правилами нормотворческой техники, и мы наверняка выберем лучший вариант конституционного развития. Ну что ж, а пакуль я бы вот на месцы Светланы Тихановской не спяшаўся бы даваць дазвол на тое, каб вот гэты проект Конституции альтернатыўны называли проектом Конституции Тихановской, бо выглядае гэта не вельмі, скажем так, позитивно. Да, Дмитрий, я могу еще сказать, что может еще вполне оказаться, что даже представители штаба Тихановской и не прочитали этот проект. Вот, как и, например, Павел Латушко, когда его спросили, так он тоже, так сказать, сконфузился, поскольку надо сначала разобраться, вот как, например, ты даже прочитал основательно, я вижу, да, либо там я тоже изучил, например, 2 раза прочитал первоначальный проект, потом уже в последней редакции. То есть надо и прочитать, и надо разобраться с каждой статьей, понимать ее, и самое важное, к чему это приведет. Ну и еще хочу сказать, не знаю, может, в завершение, что есть еще самое слабое место в проекте, которое предложила группа Лебедько. Именно вопрос о том, как принять эту Конституцию. Он ведь тоже до конца не проработан. Разработчики, по сути, скопировали переходное и заключительное положение, которое есть в новой редакции Конституции, что сначала они предлагают Верховному Совету, что он имеет полномочия принимать Конституцию, вносить ее поправки, а в этих заключительных переходных положениях они пишут: проект Конституции принимается через референдум. То есть это уже есть нарушение, противоречие. Но опять же, кто назначит этот референдум? Кто назначит? Верховный Совет, но он должен сначала быть создан. И если создадут Верховный Совет, то, скорее всего, его будут создавать по Конституции 1994 года. Вот. А если изберут депутатов, они скажут: стоп, ребята, сначала мы давайте определимся с вопросом правительства, прокурор, условно говоря, там, Нацбанк, вот, а потом будем уже, так сказать, думать о Конституции или еще о чем-то. Что делать с президентом? Вот, надо ли избирать президента, или давайте сначала внесем поправки в Конституцию, потом будем решать, что, какое место будет президента. То есть вопрос с принятием этой Конституции по существу повисает в воздухе. Ну что ж, вот такая ситуация. Я думаю, что кто-нибудь с офиса Светланы Тихановской послухае, прислухаецца. Франак, да цябе асаблівая увага. Так. Звярні увагу. Такім чынам, ні з аднаго, ні з другога боку нічога такого, што сказаць: вау, гэта тое, што нам трэба, нема, і не трэба спяшацца. Дзякуй вялікі. Прафесор, былы суддзя Конституцыйнага суда, юрист Михаил Пастухов. Заслуженный юрист с Заслуженный апреля 1994 года. А это вам не абы что. Михаил Пастухов, Дмитрий Лукашук в совместном проекте Еврорадио ЕПромова. Да, всего лучшего.